В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Салам алейкум. Рамзан Кадыров пригласил на ифтар известных религиозных деятелей республики. Перед началом разговения собравшиеся прочитали маулид, восславляя самого лучшего из людей, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Затем они прочитали дуа, прося Творца принять благие деяния и укрепить на истинном пути. Приглашение на ифтар в благословенный месяц Рамадан является одним из благих дел, ибо Всевышний не спосылает милость на своего раба не только за его пост, но и за то, что он делит трапезу вместе со своими братьями по вере. Первый заместитель руководителя администрации главы правительства министра Хадижа Кадырова провела совещание о подготовке к предстоящему туристическому сезону с руководителями профильных министерств и органов местного самоуправления. В своем выступлении она озвучила ряд нарушений, выявленных после проведения анализа туристической сферы республики. По ее словам, большинство недостатков связаны с тем, что органы местного самоуправления недостаточно эффективно проводят работу по развитию туризма. Проведенный анализ показал, что существует слабая заинтересованность в развитии данной сферы в муниципальных образованиях. На совещании были выдвинуты конкретные задачи для улучшения гостевой деятельности, а также обозначены минимальные сроки для устранения всех выявленных нарушений. Наступила весна, время активного туризма. Мы решили проанализировать ситуацию в этом направлении. К сожалению, она оказалась печальной. Проведенный по поручению главы республики анализ выявил ряд нарушений, одним из которых было отсутствие достоверной и полной статистической информации у органов местного самоуправления и Минтуризма Чеченской Республики. Имеющиеся расхождения по значимым показателям говорят о слабом взаимодействии заинтересованных сторон, что создает серьезные затруднения развитию отрасли и формированию краткосрочных и долгосрочных программ. Рамадан – месяц поста, милости и прощения. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает организовывать ежедневные благотворительные акции в это благословенное время. По 7 тысяч кур, столько же бутылок лимонада и 21 тысяча буханок хлеба раздали в Ачхой-Мартановском муниципалитете. Репортаж Мадины Нусалчиевой. Месяц Рамадан важно не только молиться и держать пост, но и совершать добрые дела и как можно больше. А помощь нуждающимся является одним из самых очевидных. В каждом наборе содержится мясо птицы, хлеб и лимонад. Эти продукты предназначены для приготовления к разговению. Масштабная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, ежегодно проводимая в Рамадан, на сей раз дошла до Ачхой-Мартановского района. يرسال داخل وشو باشح دال قبل دايلر أحمد حجندير الله دالا شديك نقاش ويل الله دالا خاص خليه وشو يلا يخمسوا بصوب شناغ. Большую помощь в проведении благотворительных акций оказывают волонтеры и работники местной администрации. Добровольцы загружают машины и продуктовые наборы, оттуда они доставляют продукты прямо до двери. Ahmet Hacintler sahil bezender vakında tündüç eymenler Рамзан Hacintler dal qabul sahil. Самое главное, что помощь приходит к тем, кому она особенно нужна. Тут и семьи, у которых нет дохода, многодетные, и те, у кого трудная жизненная ситуация. Для всех них такая поддержка очень много значит. Алхамдулилlah, всех даях саядуар гусунго охолцунах. Аллах рейз хольцан дал обал дойлцери массера даях мяллячуна. Всех мата, дейлада оппаул конах. Тро юqarmatsa доцада мисквалчун массан кардеш воктухар. Дейлада тонгукка холконах, да саядуэлвезанди. Всего в районе роздано 7 тысяч кур, 21 тысяча буханок хлеба и 7 тысяч бутылок лимонада. Акция будет проходить до конца священного месяца Рамадан. Мадина Нусалчиева, Рахман Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.
А в Грозном прошло 67-е заседание парламента. Руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Саид Тумхаджиев представил доклад за прошедший год. За отчетный период в бюджет поступило 26 миллиардов 230 миллионов рублей налоговых доходов, что на 808 миллионов больше 2022 года. Спикер законодательного органа Магомед Даудов отметил, что от своевременности и полноты поступления налогов зависит финансирование ключевых сфер жизнеобеспечения. Вместе с тем депутаты приняли ряд региональных законов. Четвертый вопрос повестки дня о проекте закона Чеченской Республики о внесении изменений в закон Чеченской Республики об охране окружающей среды в Чеченской Республике. Комитет по вопросам агропромышленного комплекса земельных отношений и экологии природного ресурса рекомендует принять настоящий проект закона. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против, воздержался, закон принят единогласно. Основанный в годы бурных перемен на рубеже веков Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева отмечает свой юбилей. Вуз начал свою историю в 2009 году и в настоящее время включает в себя два факультета – шариатские науки и теологические, а также двухгодичное подготовительное отделение. Сегодня это не просто прекрасный молодой университет, а образовательное учреждение, играющее ключевую роль в системе российского религиозного образования. Мадина Кураева об истории становления и планах на будущее. Тот, кому Аллах желает блага, тому Он дарует понимание религии, сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И каждый студент здесь осознает важность и ценность своего выбора. В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи Кишиева созданы все необходимые условия для изучения. Исходя из того, что как наши конкурсанты берут первые места во всех олимпиадах, и можно сделать такое заключение, что мы очень даже успешно проводим образовательную деятельность. И на сегодняшний день у нас насчитывается 855 человек обучающихся. Функционирует Исламский университет с 2009 года. За всю деятельность выпускниками стали свыше 700 человек. Обучаются студенты 5 или 7 лет. Учреждение тесно сотрудничает с религиозными вузами России, ближнего и дальнего зарубежья. Студенты становятся победителями и призерами различных всероссийских международных конкурсов не только по религиозным дисциплинам, но и спорту и другим направлениям. Мухаммад Муталипов и Сайдамин Мусаев на последнем курсе признаются, огромное желание и профессионализм преподавателей помогли им обрести ценные знания. Университет ديل دو حنية تخيل شان حيغر خوش كلا دوش خيل شان سر بو خوجا شيء خين شو حشق دوش خيل شانه خلق دات تحقق أحيجر وش دلائق أحيجر شيء بار معلر ديشان نظام ديش حبيب شانه شقوالوش. Преподаватели прежде всего, чем обучить нас, так сказать, этим знаниям, обучают нас уважению друг друга, дисциплине и так далее. Поскольку они понимают, что после окончания данного университета мы уходим в люди. То есть с теми знаниями, которые мы тут учили, мы должны выступать перед народом. И прежде всего они обучают нас уважению и дисциплине. Обучаются студенты очно и заочно на двух факультетах. Это шариатские науки и теология. Также есть двухгодичное отделение, которое готовит выпускников средних образовательных учреждений к поступлению на факультет шариатских наук. Какие для абитуриента требования, если сказать? Это значит подать документы соответствующие, которые у нас выставлены на сайте Рио Кунта Хаджи. Значит, подают документы после 20 июня, по 21 июля мы принимаем документы. В последующем согласованно проводим приемные экзамены. Теологию начали преподавать в университете с 2012 года. Это изучение и понимание основ ислама, его истории, морали и этики. Аслан Ханикаев работает в вузе преподавателем 3 года. Уже с юных лет он знал, чем хочет заниматься. По его словам, трудный момент в работе, когда студент не полностью понимает изучаемый материал. В таких ситуациях требуется индивидуальный подход и способность объяснить тему простым и доступным языком. ديل إلشنا إلر بوخ صلى الله عليه وسلم شيء ديفشي كنتيجا عيليج فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والله هي عيل الله دالا حيخ بحنادن تحستك دالا نيس نوق نسور يحون غول أحمدو تسي أمكلش حدول حولش الله إبو قدو تسي أمكلش قد زمن شوحا قد ترتحول دا يتي امكلش اتخلوش تخلا شو ويخش تقو از اولنا غني اوش خلا
يتسي كلش حقول شولا تحقدم دال حيوت نستر يحون غول يعدر حون على تصوت سنديلا هور دين هق حق وخش وي ناق وستيقي بول علم ناق حيغر خويش قص حق بوخشه هور دين السن متعلمش ديش الخوشت لامز اشت ديشون مارخ اشت قاب ديشون زكت اشت ديشون هم يوخش يوتش اشت يوخي يز هر نيز خردات وج نيز خردات مس غلقش لولا اشت خلويز داق مستخشونز اشت خلويز جرجرچات اشت خلويز لديك استوري مس هم قديوش خلجا داق نيغ ايمانش اغلو داق بعنش كع متعلمش بوقع اوت بعنش كع بول متعلمش يوخي بعنش كع شيرج كع ناقيت وش قيبو وين ما الماجدك شكع حيغمش بيش روز بنعت قطعت حجر شكع بلغش بو نعمل دقم دويس حبا حندولش اوتل دق بيركت دالا وخوتدر. Поступить в ВУЗ приезжают молодые люди даже из других регионов страны. Регулярно проводятся различные исламские конференции и форумы с участием известных религиозных деятелей. В этом году университету исполнится 15 лет. К этой важной дате также подготовлены масштабные мероприятия. Основоположником всех преобразований в регионе был первый президент Чеченской Республики. Одно из заветных желаний Ахмата Хаджи Кадырова было построить исламский университет в столице, чтобы все жители субъекта могли спокойно изучать и исповедовать религию. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В Кади-Юрте свои двери для верующих распахнула новая мечеть имени Зайнади Асхабова. На торжественном событии присутствовали почти все местные жители. Собравшиеся выразили уверенность, что святыня объединит верующих и сможет приобщить подрастающее поколение к истинным ценностям ислама. Репортаж Турпала Тайсумова. Несмотря на скромный размер, джума святыни здесь очень полезна и необходима. Она носит имя Зайнади Асхабова, жившего в селении Кади-Юрт на протяжении всей жизни. Он был очень уважаем среди односельчан. Возведением мечети занялись его племянники, которые давно хотели воплотить в реальность религиозный объект. И у них получилось это за один год. Мечеть рассчитана на 50 человек. И вот внутри звучит первый мавлид. По словам родственника семьи Асхабовых, село нуждалось в таком объекте. Посещать одну мечеть неудобно, но теперь все гораздо проще. После наступления вечерней молитвы собравшиеся совершили коллективный намаз, а затем и разговение, завершив пост. Живущим здесь больше не придется идти на другой конец села, чтобы совершать поклонение Всевышнему. В период месяца Рамадан они смогут проводить гораздо больше времени в Доме Творца. Турпал Тайсумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. Лучший из вас тот, кто обучается Корану и обучает ему других, передает хадис слова посланника Творца. Это обращение ко всей умме. В семье Ибрагимовых из Ахмат-Юрта сразу несколько человек обучают Писанию Создателя. Начинаются занятия с самого утра. В то же время мать семьи Зулай, как настоящая чеченка, успевает справляться со всеми домашними делами. Моя коллега Лейла Муртазова побывала в гостях у Ибрагимовых и приняла участие в ифтаре. Что приготовить на ифтар? Этим вопросом задаются все хозяйки во время священного месяца. Зулай Ибрагимова отдала предпочтение знаменитому чеченскому блюду жижи-галныш, которое можно сделать из самых доступных продуктов. Из пшеничного и кукурузного теста лепятся галушки. Подготовка к ифтару начинается за несколько часов вперед. Семья Ибрагимовых не маленькая, соответственно, готовить тоже приходится в большом количестве. Тут заготовку берется вся женская половина. Они сплоченно заготавливают все необходимые ингредиенты. Помимо галушек, которые считаются очень сытными, к столу подается и другое традиционное блюдо чепалгаш.
Большую роль в месяц Рамадан играет и духовное очищение. Практически все члены семьи с ранних лет умеют читать Коран. Зула Ибрагимова сама преподает на протяжении долгого времени у себя дома и обучила более 800 человек. Будучи истинно чеченской женщиной, с легкостью справляется с ролью матери и хранительницы очага. Пока держит пост, она вместе с внуками проводит время за чтением священного писания, чтобы максимально полезно провести этот благословенный период. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ибрагимовых знают как образцовую семью не только в своем родовом селении, но и далеко за его пределами. Они становились победителями регионального конкурса «Семья года» и получили призовое место в всероссийском. Превыше всего в их доме исповедуется любовь к религии, традициям и обычаям чеченского народа. Строго соблюдаются все каноны ислама, а во время Рамадана стараются все благие дела совершать еще более усердно. وقوك أنتو يوعيو قوي عصير آريالو كنت بربردو يلق أنتو شيوعيو إز بربرخ بخي وردوش دوش كيجيبو يعي تعني قوي عيو تعني جيم قوك أنتو إز يعي شيوع وردوش وجيميو حلقي أقشت ورانتاح لامزي شي وشو قاش لي لامز دمرز بليت حلقي دويتش بيش ويلخشو قاش دين عدين لامز ديناغو قشو شبهت قاتلين أر عمش ووقنك أنت إهن ديت شو دوتسنين ذكري ليش تقدعول شيء اشتليل شو أر أنسي دام تقى مقشل ميلو هرت غيرتر دس داليت اشتناخ عمش تقديل ده ناخ شو قيق دال مقلع ناخي مردستي تردق ميلبو شو قيق سيلغن بيسن شو غلاح شو قيقن بر. Ну а на кухне тем временем уже готово мясо, галушки, а также чепалгыш, который перед подачей опускается в воду и выкладывается в тарелку и после обильно смазывается растопленным сливочным маслом. До вечернего намаза остались считанные минуты, вместе с ним наступает и ифтар. За это время члены семьи накрывают на стол, после разговения и обязательно молитвы можно приступать к трапезе. Солнце село уже за горизонт, и вот вся семья собралась в едином круге за столом и отпустила свой очередной пост. А завтра они вновь будут его держать, совершая новые добрые дела. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Сейд Амин Дауд Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. Начальник регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов проверил навыки владения беспилотными летательными аппаратами личного состава специального сводного подразделения, а также их готовность к выполнению служебно-боевых задач. На специализированном полигоне была проведена работа по обнаружению вражеских объектов, их уничтожению с использованием систем сброса противопехотных снарядов и дронов «Камикадзе». Военнослужащие обладают всем необходимым техническим оборудованием благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Следует отметить, что сотрудники прошли обучение в специализированных учебных центрах регионов России и являются квалифицированными специалистами, передающими свой опыт добровольцам. وي ماكنا نمان نسين دايرس هوتسن دا دوقا دا غازو قبل دول عامل عجي ترى فوندو ويش مال دولم لا توش طوا دا غازو قبل دول عامل عجي نيت يا خدا هينسن دين اللي تيدوش ويدعدخ جانا ساعة مستوين страшно вас да وي باتش دا لاش وي ماك دا رمزان عجي وهورنا دوغوش موسومنا اهيك حوو شوي تان ديزل أحمد عيل آدم مصر ستركتور شكا شيك دلوجا نا أستل ديشة وبديش كايش حبوش بوشة ويدال مغلا ويباتشو ويمكداس ويدين وبروجيني ويبيرخلنا كمان
Владимир Владимирович Путин принял поручение 100% меча удинеча мечи мяхлавача кахарю. Автодром «Крепость Грозная» готовится принять участников второго этапа чемпионата России по автокроссу. В заездах примут участие лучшие пилоты страны, всего более 60. Валентина Гусевская поделится настроением спортсменов в преддверии начала состязания. Участники второго этапа чемпионата России по автокроссу уже прибыли на автодром «Крепость Грозная» и готовят своих железных коней к предстоящей гонке. У вас здесь первый раз, наслышаны, видели там, в интернете много картинок, фотографий, поэтому в планах, конечно, безусловно, пройтись, все посмотреть. В 2021 году посещали уже чемпионат страны, но проехали один этап. В принципе, понравилась организация и сама атмосфера, и уже спустя несколько лет, 2 года получается, мы в этом году решили поехать полностью весь сезон чемпионата. Больше 60 пилотов поборются за главные награды, кубки чемпионов и специальные призы от спонсоров. Многие приехали со своими семьями. Супруги Душковы на соревнования прибыли из Краснодара в доме на колесах. Участвует в гонке Душков Дмитрий. Супруга искренне поддерживает. Я всегда стараюсь принимать участие в гонках с мужем, потому что поддержка ему нужна. Когда не получается, мы, естественно, всегда смотрим прямой эфир по воскресеньям вместе с детьми, болеем, очень громко, шумно, что слышат, наверное, все соседи. Второй этап я решила тоже поехать с мужем. В соревнованиях выделили 8 различных категорий. Их, в свою очередь, разделили по возрасту пилотов. Все потому, что в гонке участвуют и совсем юные спортсмены. Все началось довольно просто. Папа у меня однажды спросил, хочешь ли ты участвовать в автокроссе? Я сказал да. И дальше началась вся история. Это тебе тогда сколько лет было? 4-5 лет, я точно не помню уже. Особенность автокросса в том, что участники будут соревноваться не на асфальтированной дороге, а на грунтовой. До соревнований выезжать на нее нельзя, чтобы она оставалась в идеальном состоянии и была безопасной для всех пилотов. Гоночные соревнования состоятся уже на предстоящих выходных. До них допустили только тех, кто успешно прошел техническую инспекцию. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.